Мы сейчас можем долго разговаривать на всякие санитарно-просветительские темы, но с телевидением кидаться же здесь бесполезно. Там мало что всем расскажет, такое покажет, мама не говори, это же шоу. Ну за что, кстати, большой поклон превратить нудную медицину в шоу, набрать таких веселых докторов, которые чего только там не вытворяют. Вот. А на самом деле, да, и все это протекает под таким высокотехнологичным соусом. И вдруг выяснилось совсем недавно, что, оказывается, никакие технологии, никакие денежные вливания в медицину, они не приводят к никакому результату на самом деле. Вот, несмотря на все научные достижения, количество больных никак не уменьшается. Все вы уже знаете. И даже самое ужасное, что сколько бы государство не вливало денег в собственную медицину, ну, вот, на примере нашей Удмуртии можно сказать, зачем говорить об многом, когда можно говорить о малом? Наша Удмуртия. Не только никто не становится здоровее, но все начинают себя ощущать все хуже и хуже. Вот. Почему это происходит? И самое интересное, что никаким образом государство никогда не сможет исполнить собственный закон об основах здравоохранения и так далее. Почему? Там первая статья, она дает определение, что такое здоровье. Вот здоровье – это физическое, психическое и социальное благополучие. Но вот, то есть, мы начнем с последнего пункта. Где здесь социально благополучные люди в этом зале? Я думаю, ни одного. Нет. Есть более веселые, менее веселые, более смирившиеся, менее смирившиеся со своим состоянием, но социального благополучия в этом здании не наблюдал никого. Я в него хожу достаточно давно. Ну, вот. Оно куда-то испаряется. Понимаете? Вопрос. Кто вас вылечит? Кто нас вылечит? Кто нам создаст ощущение благополучия? Никто, кроме нас самих. И это с одной стороны. А с другой стороны, я читаю лекции студентам, и недавно пришел к удивительному выводу. Вот лет так 20 назад, да больше, лет 30 назад, никакого не было ни ультразвуковых исследований, ни компьютерной томографии, ничего не было. Был анализ мочи и крови, рентген, немножко эндоскопии, и остальное голова, хорошее отношение доктора к пациенту и желание работать. В общем-то и все. Самое удивительное, что результаты лечения многих болезней в те времена, когда ничего не было, они остаются сейчас недостижимыми. Ну, чтобы было совсем ясно. Вот в свое время есть такая очень страшная болезнь под названием панкреонекроз, когда поджелудочная железа сама себя разъедает. И вот сейчас в разных больничках нашей республики, ну, наверное, и в стране, смертность от этого панкреонекроза вот, колеблется от 50 до 80%. Вот. А когда в нашей больнице производилось исследование на тему, ну как его можно лечить, такой у нас был доктор Ахметов, то у него летальность не превышала 17%. В самые поганые, тяжелые времена, там, в 90-е годы, когда разруха, разгул бандитизма. Как так? Почему во время разгула бандитизма и в самые тяжелые времена результат был, а сейчас его нет? И когда мы это с коллегами обсуждали, там один из наших профессоров, преподаватель медикаментов, сказал, ну конечно, если целыми днями сидеть у постели больного, так, конечно, будет хорошо. Я его спросил, а что мешает-то сейчас сидеть у постели больного? Стульев нет, места нет, или, может быть, ягодицы отсидели? Нет, ничего не отсидели. Сядьте и сидите у постели больного. И пусть ваше сидение приведет к снижению летальности в 4 раза. Ответ, а мы не хотим. Так вот ведь и ответ. Врачи не хотят лечить, не хотят просиживать и не хотят отдавать свое тепло и хорошее отношение к работе, то есть, а это основа профессионализма, пациенту. Удивительно. Вопрос. Нужны ли какие-то нанотехнологии для этого? Нет. Ни в коем случае. Нужны ли для этого какие-то административные драконовские меры? Нет. Тоже нет. И в результате получается, для того, чтобы мы достигли результата 90-х годов, надо просто по-человечески относиться к своим пациентам. Это же не стоит никаких денег. Точнее, ты не купишь и не заставишь. И, следовательно, проблема лечения панкреонекроза состоит в моральном устоях профессии врача, которая порушит. Вот и ответ. Это с одной стороны. С другой стороны, больные в последнее время, вот, так как лечение превращается в шоу и хобби,
Это же интересно ставить над собой опыт. Они делятся на две половины. Вот. И как бы дефиниция этих двух половин однажды я услышал в радиопередаче. То есть там было сказано, передача для тех, кто любит лечиться и кому это реально нужно. Вот. И больные не понимают, надо им это или не надо. Это же очень интересно, прийти в клинику, получить вот много всяких портянок и думать, что ты тоже врач. Но штука состоит в следующем. Если раньше, в 90-е годы, люди не могли правильно интерпретировать 10 показателей анализа крови, а сейчас 100 параметров, да на английском языке, вопрос. У нас извилин прибавилось? Нет. Кровь поменялась. Что-то изменилось? Нет. В результате увеличение количества средств диагностики приводит к утрате возможности их правильной интерпретации. То есть чем больше у нас диагностических средств, тем меньше надежды, что их удастся сложить. Вот. И самое интересное, что врачи уже плюнули, они поняли, что они не складывают этот сложный пазл заболеваний. Надо же сидеть, разговаривать с больным, спрашивать, что, как, почему. Нет. Врачи сейчас идут на поводу у больных. Привет, заходите. Да, приходит больной и говорит, я хочу вот это. Врач говорит, пожалуйста. Я хочу вот это. Врач говорит, пожалуйста. Вопрос, а это ему надо? И вот сегодня вот как раз была точно такая же история. Ну и, наверное, каждый это сможет порыться, порывшись у себя в памяти, это найти. Ходит человек, живет, много лет, ему нехорошо. Вот. Он ходит к разным специалистам, и специалисты пытаются увидеть заболевание. Такая же тенденция, тренд. Увидеть заболевание и сказать, да, вот оно тут, вот в этой кишке, вот такое-то, или найти микроба, который его вызывает. И при этом забывают, что есть очень простые вещи, которые требуют для своей реализации всего 3-4 минуты. После чего диагноз становится ясен. Зачем изучать 120 ненужных параметров, когда есть один? Если у человека температура туловища сравнялась с температурой воздуха в комнате, наверное, он мертвый, правильно? И нам не надо измерять у него уровень билирубина. И еще там чего-то. И такими простыми понятиями можно на самом деле значительно облегчить себе жизнь. Но хочет ли наше общество такими простыми понятиями оперировать, когда ставится вопрос о том, чтобы сделать нас всех здоровыми? Общество должно хотеть быть здоровым, но оно не хочет быть здоровым. Ему выгодно быть нездоровым. Ему выгодно быть, всем выгодно быть нездоровым. Почему? Ну, медицинский бизнес, это понятно, что ему, чем больше неизлечимых больных, но больных не смертельными болезнями. Вот. Тем больше он денег с этих больных сможет получить. И там процесс лечения заканчивается не тогда, наступает излечение, а тогда, когда кончаются деньги в карманах, правильно? Вот. И то же самое больное. Для него быть больным в нашей стране, на самом деле, это достаточно выгодная позиция. Болезнью можно прикрывать любые свои неудачи. А в идеале можно претендовать на социальное иждивенчество. Так ведь? И превратить болезнь в источник получения дохода, причем ленивого дохода. Я инвалид, все замечательно. И получается вот такой вот клубок, когда никто не заинтересован в том, чтобы стать здоровыми физически, психически и социально. Одно без другого не ходит. И вот именно поэтому мы были вынуждены написать вот такую брошюру, а началась она с очень простой мысли. Больные хотят быть умнее врачей. Это нормальное человеческое желание. Особенно хотят быть самыми, так сказать, осведомленными в том, что происходит с ними, конечно, женщины. Женщина всегда хочет сравняться с Богом, уж извините меня, уважаемые женщины. Но как-то так я вот по многим пациенткам своим замечал, что они вот хотят превзойти самих себя. Но чтобы превзойти самих себя, нужен огромный труд. А хочется и себя превзойти, и не сильно при этом устать. А для того, чтобы понять, что с тобой происходит, надо часто отвечать на крайне неприятные вопросы. Почему у меня такой большой живот, или почему у меня вот такая нога, или почему у меня то-то происходит со мной, еще что-то происходит. Вот. И в этой связи, я как бы это не первый раз рассказываю, вот, меня в свое время потрясла одна конференция.
вот, проходившая в Москве, где один американский представитель американского общества медицинского докладывал нам о борьбе с запорами. То есть, ну, все вы знаете, что всегда есть какие-то глобальные проблемы, да, кислота, нарушения там, да, ехать, с которой борются в глобальном масштабе, транснациональные корпорации за наш счет. Вот. Ну, запоры это серьезно. И вот, значит, он рассказывал, что столько-то, значит, миллионов американцев страдают запорами, связанным с ожирением, и мы им раздаем таблетки, а чтобы они не были такие жирные, мы им портим желудочно-кишечный тракт. Ну, то есть существуют методы индустриального похудения, это же тоже индустрия, которые могут состоять в следующем. Например, эндоскопически в желудок вводится баллон, он там раздувается, вот, и создает ощущение сытости вечной, точнее тяжести в желудке. Хорошо ли это желудку, я думаю, нет. То есть это стопроцентный гастрит и эрозия. Мы в городе тоже, у нас это дело применяется. Или, например, есть такой препарат фаза для похудения. Вот, реклама такая, вы выпьете пару таблеток, после чего можете жрать любые углеводы, они все равно не всосутся. Жрите, они все равно не всосутся. То есть этот препарат вызывает ятрогенный, то есть вызванный медицинскими манипуляциями, хронический панкреатит. Вы будете дристать. Не всосутся. Потому что же они потому и не всосутся. Замечательно, да? Вот. Вопрос, а может быть проще что-то не есть и при этом быть более здоровым? Или существуют калечащие операции на желудочно-кишечном тракте, когда укорачивается эффективная длина кишечника, накладывается анастомоз. Или на желудок накладываются специальные при лапароскопии, то есть зайдя в живот, петли, которые сужают его просвет. Как-то мудрено все и за большие деньги. Вот. Ну и вот нам все это было доложено, и в частности, что там, понимаете, федеральная такая программа. Он приехал нас учить. Слава Богу, когда мы с ним беседовали, страна еще не вся мучилась нашим запором, и ожирением тоже не все мучились. И вот я слушал его, там сидели старцы, профессора. И когда начались там обсуждения, я говорю, можно я выступлю? Я говорю, да, конечно. Я вышел и говорю, что мы здесь слушаем? Что мы обсуждаем? Что мы обсуждаем, как действуют его таблетки? Вообще, кто это? Кто-то заслуженный человек, кто-то из Америки, кто-то. Я говорю, нет. Вот смотрите, нация американская умеет какать? Нет. То есть они в рамках нации они разучились использовать заднепроходное отверстие по назначению. Вопрос. Имеет ли нас моральное право учить жить нация, которая не умеет срать? Извините за грубый глагол. Ответ математически точный. Нет. И обсуждать здесь больше нечего. Следовательно, вся медицинская система американская, она изначально порочна, если они не могут обеспечить выполнение естественной физиологической функции, для которой ума, как известно, не надо. В Африке такой проблемы нет. Отдайте свой гамбургер негру в Африке, те будут сыты, вы будете худы, и наступит благолепие. Нет. Мы хотим жрать, как мы живем, мы хотим жить, как мы живем, и при этом остаться здоровыми. Ответ. Вы никогда не будете здоровы, если будете продолжать это делать. Следовательно, вопрос не медицинский, правильно, а поведенческий. Это вопрос ценностей общества, сложившихся в данный момент. И точно так же, если мы начнем разбирать все проблемы, даже которые существуют в нашем здравоохранении, в том числе у нас в республике, не надо говорить про всю страну, надо говорить локально про республику. Выясняется, что мы больны не потому, что мы больны. Настоящих болезней не так и много. Мы даже не понимаем, где заканчиваются реакции на то, что мы делаем. Понимаете, если я разбегусь и стукнусь головой об стену, и она у меня будет болеть. Всем понятно, что я разбежался, стукнулся об стену, травма головы, черепно-мозговая закрыта, и она естественным образом должна болеть. Но в большинстве случаев это не очевидно ведь. То есть мы наносим вред нашему здоровью каждый день нашими мыслями,
тем, как мы живем, спим. На самом деле, самый вредоносный фактор для всех нас – наша работа. Не все могут в 8 часов начать работу и закончить ее к 5. Понимаете? Работа в едином графике, она уже противоестественна. Более того, крестьянский труд подразумевал сезонное изменение активности. Сейчас идет вот Великий пост. Великий пост, надо было отдыхать и думать о вечном. Но мы о чем думаем? Мы думаем о написании квартального отчета. Понимаете? Встреча с вышестоящим начальством это психологическая травма. Когда я смотрю телевизор, как вы понимаете, это хуже, чем советские газеты. Я не понимаю, как это может произойти. Если человек со всех сторон окружен абсурдной действительностью, где вор не сидит в тюрьме, где дурак учит умных жить, как мы останемся здоровы? Никогда мы не останемся здоровы. И именно, кстати, эта простая мысль о том, что это называлось мудреным словом социальная роль, социальный фактор в развитии болезни. Она, кстати, привела многих врачей в начале 20 века в революцию. И самое интересное, что общество тогда, будучи почти здоровым, точнее оздоровляющимся, врачей не трогало. Они были люди неприкосновенные. Гражданская война их не касалась. Она не касалась железнодорожников, телеграфистов и врачей. Все остальные друг дружку убили с удовольствием. Этих нельзя. Вопрос. Ну что, наше государство с тех пор обезумело, что ли? Что оно приносит в жертву практикующих врачей каким-то там экономией бюджета. Самое интересное, что даже в самые страшные 90-е годы такие очень решительные люди, типа Николая Ганзы, который очень напоминал доцента из фильма «Джентльмены удачи», еще вот так вот делал, и галстук у него был на бок. Он ни одну больницу не уничтожил и нашел деньги на зарплату. А сейчас не надо. И получается, что у нас как-то странно сместились приоритеты. И поэтому надо задуматься о том, а что же реально происходит с нами, что никак не работает, и деньги есть, и 21 век на дворе, и технологий масса. А мы как-то не здоровеем и не здоровеем. А нет, оказывается, людей, которые способны трезво взглянуть на факты непредвзято, не так много. Почему? А вот почему мы подходим к самому интересному. Почему мы собрались в библиотеке, а не где-либо. Дело в том, что сейчас идет Минздрав, в республике ли у нас, в стране ли у нас, неважно, я не знаю, ведет против своих пациентов и врачей настоящую информационную войну. Это не так ясно видно на периферии, а вот внутри у нас, в Удмуртии, видно это очень ярко. Почему? Удмуртия маленький регион, и здесь любой идиотизм стараниями наших начальников доводится до абсурда за очень короткие сроки. Более того, часто наше начальство, когда его просят сделать шажок вперед, делает 3 вперед, опережая по глубине идиотизма всю страну. Вот. И беда вот этой информационной войны, то есть создание у людей извращенного представления о том, что происходит вокруг них, о том, что происходит с ними и о том, что можно сделать. Вот. К сожалению, в этой войне участвуют все. Например, вот буквально на днях у нас прошла конференция. И одна иностранная фирма собирает всех нас и начинает нам рассказывать, как надо при помощи такого-то препарата лечить такие-то, такие-то болезни. Вопрос, а эти болезни есть на самом деле или нет? Ответ, в массе своей оказывается, что болезней реальных у человека не так и много. Он заморочен. И он за болезни, еще раз повторяю, принимает свои реакции на какие-то события и обстоятельства жизни. Измени эти обстоятельства, и то, что с тобой происходит, уйдет. Но мы же все как трамвай бегаем по рельсам, мы не можем с них свернуть. В Удмуртии рабочих мест лишних нет, социальная мобильность 0. Из Удмуртии можно только уехать. Так ведь? Здесь невозможно реализовать себя. Можно только уехать. Что здесь делать? В Удмуртии ездить на вахту на Ямал или Якутию.
Следовательно, человек, который здесь встал в какую-то колею, ну в том числе у вас в библиотеке, он из нее вывернуться не может. И он будет за 7,5 тысяч рублей бегать по этой колее с утра до вечера. Точно так же, как я из своей больницы не могу вывернуться. Мне только идти продавать себя задешево, как проститутки, в частную клинику. Или уезжать отсюда. Поэтому отсутствие социальной мобильности, оно лишает человека возможности выбора. И человека в убежденности в отсутствии выбора старательно убеждает средства массовой информации. С одной стороны, им говорят, что не все так плохо и впереди свет в конце тоннеля, но не говорят, что мы движемся в направлении перпендикулярном здравому смыслу. И все думают, что мы движемся вперед, а на самом деле мы бегаем по кругу. И именно из-за того, что мы бегаем по кругу, все наши болезни оказываются в массе своей либо смертельными, когда естественным путем они заканчиваются смертью больного, либо неизлечимыми. С другой стороны, это же чрезвычайно выгодная ситуация. Следовательно, с позиции нашего государства смыкается и позиция частного медицинского бизнеса. Давайте мы вас убедим, что вы больны. Когда собираются люди и спросишь их, у кого хронический панкреатит? Лез рук. Даже среди сидящих среди вас, после посещения гастроэнтеролога, наверное, создастся впечатление, что что-то у нас там неладно. То есть я специально проводил такой эксперимент. Апофеозом, вот все, да, но это противоречит, вот наличие панкреатита у всех противоречит здравому смыслу. Апофеозом этой истории была история с мальчиком, которую привозили из Москвы. В институте гастроэнтерологии 9-летнему мальчику, 7-летнему мальчику был поставлен диагноз хронический панкреатит. И разные ученые собирались вокруг него, но пришли к выводу, что единственное, что вот, консенсус был достигнут только в одном случае, что ему надо есть капусту. Вот, и мальчика поэтому начали кормить препаратами, блокирующими секрецию в желудке. При этом в огромных дозах маленького мальчика. И из Москвы позвонил его взволнованный папа со слезами на глазах и криком кричал, что же делать, да Коля. Единственное, что мне удалось придумать, вы приезжайте сюда, из института гастроэнтерологии, и не ешьте пока таблетки. Они приехали на паровозе, потому что приехать на паровозе в Ижевск оказывается дешевле, чем сходить на консультацию к профессору в Москве. Вот. И гляжу, а мальчик-то не худой. Мальчику 7 лет, он вполне развитый мальчик. Из чего сразу следует вывод. Если он не худой, значит пища у него переваривается. Если пища у него переваривается, значит поджелудочная железа работает. Если поджелудочная железа работает, значит панкреатита нет. Кроме того, для слова хронический надо хотя бы какое-то время. Тогда уж у него врожденный должен быть панкреатит, что тоже противоречит здравому смыслу. И в принципе диагноз таким образом был уже мной поставлен. Хотя бы так заподозрено, что что-то здесь не так, и панкреатита-то нет. Вот, но папа не верил, там же великие ученые ему сообщили, что его сын неизлечимо болен панкреатитом. И они думали, что здесь произойдет чудо, что-то ему отрежу я или пришли. Вот. Вот. Зайдя ко мне в отделение, мальчик так покосился на фиброгастроскоп с папой и говорят, а вы нам ФГС будете делать? Я говорю, нет. А что? Я говорю, мы будем кушать. Как? Я говорю, нет, не капуста. Вот. Послали мы нашу сестру-хозяйку в магазин, купили картошки сварили и купили жареную курицу. На самом деле я действовал как нормальный врач, оставил диагноз. Мы проводили функциональную нагрузочную пробу, если говорить академическим языком. Мальчику было предложено поесть картошки, он съел 2 или 3 картошины радостный, потому что давно не ел их. Питался капустой при этом, а также армагиром. Вот. Я его спрашиваю, как? Он говорит, хорошо. У папы там глаза расширяются, он в ужасе. Я говорю, успокойтесь, у нас реанимация над нами. И вторая детская тоже рядом. Если что, донесем. 40 минут у нас есть. Вот. Я говорю, курицу хочешь? Он говорит, хочу. Я говорю, ешь. Папа там бился в конвульсиях, мы его увели в другую комнату, чтобы он там бился. Он там бился очень. А у него в руках был блокнотик, где он готовился записывать всякие рекомендации мои научные. Вот. Я говорю, пока погодите записывать рекомендации. Вот. Ладно. Мальчик, я говорю, ножку курицы съел. Как? Он говорит, хорошо. Я говорю, идите погуляйте. У нас город красивый, они летом приезжали. Все.
Я говорю, если встретишь забор, ты по забору лазишь, он говорит, давно не лазил, лезь. А на дерево можно? Я говорю, можно. Вот, и вот они ушли, гуляли где-то 2 часа, вернулись. Очень здоровый, румяный мальчик вернулся такой, довольный. Город понравился, курица переварилась. Ну и стало понятно, что никакого панкреатита, конечно, нет. Понятно, да? Но для успокоения папы, который требовал привлечения науки для доказательства очевидного, вот, надо же наукой подтвердить, что мальчик не умирает. Вот, румянец уже не в счет и хорошее настроение. То есть мальчик находился как раз в состоянии физического, психического и временно социального благополучия, потому что его впервые за многие месяцы кормили. Как положено кормить мальчиков. Мы достигли выздоровления. Мы путем диагностики достигли выздоровления. Нет, почему? Вот знаменитая есть шутка, которую придумала Наташка Юминова. Шутка звучала так. Если мальчик не орет, не играет в мячик, спит все сутки напролет, это мертвый мальчик. Вот. Эта шутка была произнесена на каком-то дне медика в Металлург. Вот. В зале возникла гробовая тишина, и только начмет по хирургии второй детской больницы Александрова истерически заржала. Ей шутка очень понравилась. Вот. Ну так вот. Ну, мальчик лазил по забору, все. Я выполнил УЗИ, показал, что желчный пузырь сокращается, нигде ничего не задерживается. И вот мальчика мы выпроводили, я папе говорю, отстаньте, пожалуйста, от мальчика. Отстаньте. Он здоров. Говорит, а кто болен? Вы? Это надо быть полным идиотом, чтобы сделать то, что вы сделали с мальчиком. Он говорит, а что? А я уже с мальчиком-то поговорил. А история болезни была такая. Однажды в воскресенье, по большому празднику, вся семья решила пойти в ресторан «Муму», есть такой в Москве. В ресторане «Муму» маленькому мальчику было предложено отведать какого-то шашлыка с салом. Хорошо, что водки не предложили, но в общем, вот он так это поел вот этого всего. Естественно, его вырвало. Его пополоскало день, ему было просто, они его давай кормить чем-то еще. Потом повезли в какую-то больницу и закрутилось вот это все. Мальчику надо было, простите меня, дать отблеваться, прокакаться, поголодать и больше не ходить в ресторан «Муму». Понимаете? Не та там кухня. Вот эта простая мысль была неочевидна. То же самое, когда, понимаете, какая штука? А как была семья-то заморочена? Зомбированный папа, слава Богу, что ребенок был здоров. И готовясь вот к сегодняшней встрече, я поднял книжку 1910 года, которая называлась «Дитя. Уход и воспитание ребенка от младенчества до зрелого возраста». И там такое было заболевание под названием бледная немочь. Да, это был диагноз такой, а вовсе не обзывательство. Вот. И там описывалось, что бледная немочь, как правило, встречается у девочек в период полового созревания. И автор, проявляющийся слабостью, нежеланием жить, худобой, низким уровнем гемоглобина, непрерывными головными болями, там, и т.д., что мы часто встречаем в наше время. Так ли? Ну, я только таких 4 знаю. Но нет такого диагноза, больше бледная немочь. И автор дальше говорит, и неудивительно, если эти девочки находятся несколько часов на учебе в школе, в гимназии, затянутые в корсет, потом 2 часа просиживают за роялью, там так вот был, за роялью, вот, потом с мамой за вышиванием, потом проводят несколько часов в салоне, и только у некоторых девочек хватает силы внутреннего инстинкта сбежать из дома. И только это помогает от заболевания бледной немочью. Мы, кстати, эту цитату можно сфотографировать и выложить. Понимаете? Вот. То есть здравый смысл ребенка, инстинкт ребенка оказывается умнее всей цивилизации. Так вот, понимаете, какая штука? Что изменилось? Корсет только отсутствует, а за роялью просиживают дни напролет. Что мы хотим от наших детей? Понимаете? Если мальчик не поет, не орет, не играет в мячик, спит все сутки напролет, наверное, он очень долго сидел за роялью и в школе. Логично? И находится на пути, значит, к завершению своей учебы естественным путем. Вот. Еще и на стройке не дают с недостроенного этажа прыгать, варвары. Нет. Нормальный мальчик никогда не прыгнет с недостроенной стройки. Понимаете? Вот он камушком
существует такая гипотеза, что хорошее формирование позвоночника происходит только тогда, когда получается достаточное количество микросотрясений, чего мы с нашим естественным покрытием Абсолютно правильно. были лишены. Но эти микросотрясения, А за этим мальчики ходят на стройки. вот, я сам ходил на стройку, и микросотрясения мы получали в драке друг с другом, потому что Тоже вариант. в драке с другими получались макросотрясения и травмы. Нет, на самом деле, вот понимаете, мы сегодня не будем говорить про детство, это страшная пора. Рэй Брэдбери первый задумался о том, что, наверное, детство это не такая счастливая пора жизни, как нам кажется. Вот, это мы потом уже сожалеем об этом. Но очень бы иногда хотелось за ребенка все эти проблемы пройти. Да, нужны микросотрясения. Микросотрясения психические, физические, социальные, да. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Эти вопросы воспитания поколения. Да, это опять же система ценностей. Понимаете, в чем штука? Вот на самом деле вся моя пламенная речь говорит о следующем, что никакой УЗИ, никакой рентген, никакие медицинские технологии, их вклад в здоровье человека, вот, влияние на качество здоровья человека ничтожно. Ничтожно по сравнению с системой моральных ценностей. Понимаете, ведь недаром Маяковский писал, что такое хорошо и что такое плохо. Вы представляете, если сейчас бы его попросили написать книгу, что такое хорошо и что такое плохо? Понимаете? Это, наверное, была бы совсем другая книга. Здоровье человека прежде всего определяется его отношением к жизни. И вот мы подходим к самому главному. А можно ли прожить не болея? Нет, нельзя. И болезнь это чрезвычайно полезное дело. Вот я человек сильно верующий, но мы не будем вести сегодня религиозную пропаганду, это не надо. Вот. Но если бы не было болезней, человек бы очень быстро умер. Вот смотрите, живет гусеница. Чтобы превратиться в бабочку, она должна умереть, по сути. Там происходит полная деструкция организма. Внутри Христианский символ бабочка на ладони. В том числе. Преображение. В том числе. Свободный полет души. Детские болезни сменяются просто взрослыми болезнями. Болезнь, на самом деле, часто человека спасает от многих неприятных вещей. Даже травмы в конечном счете человека спасают от больших бед. Почему? Человек, вот смотрите, лучше сломать ногу, чем врезаться в чужой автомобиль. А цепочка ведь очень простая. Почему человек ломает ногу? Обращали внимание? Не задумывались никогда? Он сильно устал. А почему он сильно устал? Потому что он пытается преодолеть то, что он уже преодолеть не может. Он уже неверно себя позиционировал в этом мире. Он уже движется в сторону своей гибели. В каждом из нас сидит внутренний ликвидатор. Если мозгов не хватает, то есть чувство меры – дар богов. Так вот, если не хватает чувства меры, то уже выходишь за пределы безопасной зоны бытия. И все, и ты должен уйти. Почему депрессия убивает? Почему от тоски можно умереть? В нас каждого внутри сидит ликвидатор. Он как раз нужен для оздоровления общества. Особи грустные выбраковываются. Грусть, печаль штука такая, она все время набегает, но надо уметь преодолеть ее. Для чего Библия и нужна? Для чего, точнее, Евангелие нужно? Она учит, как в нечеловеческих условиях остаться человеком. Больше ничего не учит. Я хочу вспомнить песенку 15-летней давности. Группа такая очень скандальная была, Тату. У них есть песня, значит, грустных и печальных не хотят, их топят как котят. Вот. Нет, на самом деле вы тоже бежите от грустного человека. Чего это он не улыбается? Чего это он вам не улыбается? Но надо уметь это преодолеть, надо вовремя разглядеть внутри себя вот этот детонатор, который уже запущен. Ни в коем случае ни один психотерапевт на памяти еще никому не помог. Никому. Вся психотерапия западная построена на привязывании человека, на превращении пациента в раба психотерапевта. И все. Никто, то есть ни один западный врач не стремится к восстановлению здоровья, к исцелению. Вся западная медицина построена на привязывании больного к аптеке, к врачу, к
клинике, к методу и так далее и тому подобное. Более того, сами врачи на Западе это прекрасно понимают, хотя не вмешиваются в эту ситуацию. Почему? Это бизнес, это корпоративная этика. Мутная вода мутится объединенными усилиями всех. Все на службе друг у друга, все жрут друг друга, каждый для каждого пища. Так ведь? А мы должны быть каждому друг, товарищ и брат. И в состоянии, когда все конкурируют со всеми, здоровым остаться невозможно. Почему? Сам принцип конкуренции подразумевает уничтожение проигравших. Нам бы хотелось как-то сохраниться всем. Искра Божия дается не зря. И поэтому подходим к следующему моменту, что сейчас идет процесс приватизации даров Божьих. То, что не должно быть приватизировано никогда. Ум, честь и совесть. Благополучно продаются и покупаются. И даже пересаживаются. Понимаете? Хорошо, что ум, честь и совесть нельзя заморозить, как сперму. А то бы замораживали. И здесь, вот, все вот это завершая, мы подходим к самой неприятной вещи. Что самое трудное для человека быть честным с собой. И уметь называть вещи своими именами. И очень многие больные ко мне ходят не для того, чтобы их вылечили вообще, а для того, чтобы кто-то им сказал, что происходит на самом деле. Причем правда о том, что происходит на самом деле, как правило, оказывается проще, чем представление человека обо всем. Понимаете? А что, вот о мире, оно такое сложное, витиеватое. Интересно и то, что они часто знают это, но предпочитают, чтобы это озвучил кто-то другой. Конечно. И более того, когда приходит пациент на прием, его спрашивают, на что жалуетесь, он начинает говорить, я был там-то. И я понял. А что? А ко мне-то вы как, для чего пришли? Меня послали. Я говорю, так, а кто вас послал? Меня послал доктор. А зачем вы пришли к доктору? А меня туда послал другой. Я говорю, и вот там выходит абсурд. Я говорю, я сижу с вами уже 15 минут. И я хочу узнать, болит у вас живот или не болит? А если болит, то в каком месте? Покажите мне пальцем. А вы мне рассказываете историю своих хождений от кабинета к кабинету, от клиники к клинике. Ладно, на что жалуетесь? У меня гастрит. Кто сказал? Мне такой диагноз поставили. Кто? Я говорю, ставят только инъекции в ягодицу. Диагнозы устанавливают, это мысль. Нет, там был очень авторитетный доктор, он сказал, вот так. У вас вот это. Я говорю, а я скажу, что у вас рога на голове растут. Он говорит, это не может быть. А ярлычок висит. Нет, этого не может быть. Я говорю, почему? Он говорит, я говорю, потому что рога на голове это абсурд явный. А установленные вам ранее диагнозы это абсурд неявный. И все, что неявно и тайно, и скрыто в сумерках, оно же всегда интереснее, понимаете? Вот. И в результате здоровым себя ощущать крайне не хочется. Знать, что я здоров. И если у меня сегодня болит живот, это значит, я вчера выпил рюмку. Так ведь? А если у меня болят колени, так это я дурак, значит, на горных лыжах, не умея кататься, катаюсь с горки. А если у меня вырос живот, или там еще что-то случилось, надо есть поменьше, и в автомобиле ездить поменьше. Или, понимаете, и все упирается в очень простые истины. Оснований для того, чтобы быть здоровым, у нас предостаточно. Оснований для того, чтобы сохранять иммунитет к тому, что вещает радио, телевидение, говорит, извините меня, начальник или еще там какой-нибудь человек. А вдруг он сознательно вас вводит в заблуждение. А, как правило, так и есть. Так и есть. Так и есть. А как управлять по-другому, если человек не трепещет, Вот. если его не И подвижен? получается, что мы даем навязать себе программу, которая не соответствует нашему генетическому, значит, тому, что в нас врожденно вложено родителями. Вот так, тысячелетней истории нашего развития. Мы каждый продукт тысячелетнего развития. Как же мы так все это выбрасываем в помойку? Живем по чужому шаблону. Да. И когда нам говорят, что кругом американцы враги, я всегда говорю, товарищи дорогие, перестаньте вешать нам лапшу на уши. До тех пор, пока вся аппаратура у нас в больницах поступает из-за рубежа,
ваши разговоры про то, что они плохие, а мы хорошие, не стоят выеденного яйца. И если только кто-то захочет нашу страну реально опустить до уровня плинтуса, нам перестанут продавать томографы, аппараты УЗИ и прочую высокотехнологичную аппаратуру. Средневековье наступит само. Нет. И наступит не средневековье, а нормальное состояние советской медицины, которая могла в тяжелейших условиях Великой Отечественной войны переварить 14 миллионов раненых и больных, 60% из них вернуть в строй, и при этом не надорваться, а выйти еще крепче, чем она была до. Вся история медицины России – это история войн на самом деле. Из каждой войны российская медицина выходила крепче, чем была. В Каракулино, знаете, в каком году больницу построили? В 1915. Роскошный корпус до сих пор стоит, я там работал. Почему? Потому что всем это было надо, все понимали, что надо строить систему этапного оказания помощи. И российская медицина всегда была заточена под жизнь в условиях катастрофы. То есть, почему? Европейская и немецкая медицина возвращала меньше половины срока. Более того, только в России и в Германии существовало глубокое изучение и понимание физиологии человека, потому что там ставились опыты на людях. Всем остальным это было недоступно. И поэтому импорт к нам чужеродной медицинской модели – это самоубийство для нашего народа. Она не нужна. Нужны отдельные аппараты, отдельные приспособления, отдельные технологии, которые легко, кстати, воспроизводились бы у нас в городе. В 1994 году на Ижевском мотозаводе выпускалось большое количество аппаратуры и стоял вопрос о выпуске томографов, сканеров и всего того. В 7-й медсанчасти у нас нейрохирургия, знаете, дольше всех какой компьютерный томограф работал? Производство Киевского. И он чинился при помощи отвертки, изоленты и очень простых вещей. И он буквально был списан несколько лет назад. Проработал он десятилетия. Не было никаких причин поднимать лапки, а причина была одна. Нам почему-то кажется, что где-то там за бугром лучше, чем у нас. И об этом хорошо пел Никольский. Я ни разу за морем не был, пел Никольский. Понимаете? Но там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. А я вот за морем был. Условно. И ни разу не хотел эмигрировать из своей страны. И я ни разу не хотел работать там врачом. Это скучное, бессмысленное занятие. Кто такой врач на Западе? Продавец патентованных технологий. И когда мы собирались периодически с западными коллегами, я спрашивал, кто придумал эту технологию? Мы не знаем. Это какие-то небожители. А я 5 изобретений имею, 90 печатных работ. Да ты что? А вот так. И мы все, что хотим, сделаем у нас на заводе. Погляди-ка. И делали у нас на заводе. Что нам мешало продолжать? Что нам мешало развиваться дальше? Мы пережили 17-й год, мы пережили Отечественную войну, мы пережили 90-е годы. Что ж мы надорвались-то в 2014 году, в 2014 году? Что произошло? Кто надорвал наш пупок? Откуда вылезла грыжа? Почему кругом геморрой и засада? Ответ очень простой. Мы все сошли с ума. Понимаете? Мы все сошли с ума хоть по чуть-чуть, но сходим с ума. Если мы поддаемся на эту пропаганду, мы сходим с ума. Для того, чтобы понять, что что-то неладно вокруг тебя, достаточно быть просто нормальным человеком. Поэтому поверьте мне, во-первых, вы не так больны, как кажется. Когда вам говорят, что вы болеете неизлечимой болезнью, подумайте, для чего вам это говорят. И убедитесь, насколько она неизлечима. Поверьте мне, у каждого из нас внутри столько резервов для выздоровления, что это мы просто ахнем. Человек – это самое прочное и адаптируемое существо на земном шаре. Если медведя кала пересадить с одного эвкалипта на другой, он погибнет. Листья другие. Если медведя начать кормить едой из столовой, он сдохнет. Правильно? Если лошадь покормить чипсами, она протянет ноги. А мы умудряемся это все есть, жить,
и оставаться еще относительно активными особями и даже размножаться. Понимаете? Поэтому я вас призываю к тому, чтобы сознательно относиться к себе, уметь произнести самим себе горькую правду, и тогда, поверьте мне, многие проблемы, которые вам кажутся проблемами, окажутся вовсе не проблемами. И иногда лучше поступать, как Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром». Можно я сегодня не буду думать об этом? Поверьте мне, большинство проблем, которые кажутся злободневными сегодня, послезавтра испаряются в дым. Потому что появляются новые. А Вы в них- никогда за из ними не них- успеете. из них обнаруживается еще и зерна роста. Да. И на самом деле я с большим оптимизмом смотрю на то, что происходит сейчас. Сейчас происходит процесс самоочищения, так сказать, нашей системы здравоохранения. Она расслаивается на два неравных слоя, которые мы, конечно, отыграли сильно назад. Во времена 1907 года мы потеряли, конечно, нашу национальную систему безвозвратно, но, слава Богу, стоит библиотека, в библиотеке есть книги, эти книги были написаны умными людьми. Вот. И вы понимаете, вот Гиппократ сколько лет жил назад, и мы его помним. Я думаю, коллеги его тоже сильно ненавидели. Знаете, в каком возрасте Николая Ивановича Пирогова, светила нашей медицины, сожрали коллеги и выгнали из медицины? 48 лет. И 20 лет он сидел с обидой в своем селении. И он оставил впервые дивное воспоминание о том, как соотносится наша медицина и медицина западная. Когда Гарибальди подстрелили ногу, вся западная медицина, включая Теодора Бельрота, гадала, что с ним делать, где пуля и так далее и тому подобное. Приходили, очень сильно мучили Гарибальди, всякие ему железки запихивали в рану. Наконец, Гарибальди не выдержал и велел позвать Николая Ивановича Пирогова. Приехал Николай Иванович Пирогов. Вот, и далее весь его диагностический процесс им самим описан в одном абзаце. Он звучит приблизительно так. На вопрос, находится ли пуля в голени, отвечаю положительно. Находится, потому что только идиот, как так и написано, мог предположить, что если есть входное отверстие пули, а выходного нет, то пуля могла выскочить наружу, отскочивши от кости. Поэтому пуля в ноге. Абзац номер 2. Учитывая направление раневого канала и расположение зоны воспаления, она находится там-то, там-то. Ответ. Оставьте Гарибальди в покое на месяц, перестаньте в ради колупаться, пуля сама будет искать себе выход, и когда сформируется зона демаркации, мы ее легко извлечем наружу. Вот так и вышло. Гарибальди был до смерти рад. Он Теодора Бельрота не благодарил, и всю западную медицину. Он благодарил изгнанного из российской медицины официально Николая Ивановича Пирогова. Так вот, эти же слова Николая Ивановича можно соотнести и с тем, что происходит сейчас. Когда я был ребенком, я слышал анекдот про съезд хирургов. Когда высшим достижением медицины было признано гланды автогеном через заднепроходное отверстие. Вот я также смеялся. Современная эндоскопическая хирургия малоинвазивная именно этим занята. Ну не главное, что угодно, практически автоген через противоестественным путем. Понимаете, да? Тем выгоднее. Вот почему. Мы хотим заморачиваться. Все хочется сделать непросто. Ответ всегда просто. Хочешь быть здоровым, будь им. Но самое главное, просто не поддавайся на соблазн. Так вот, истинный врач должен просто научить человека понять, что если он болеет, во-первых, это ему надо. Во-вторых, это закономерно. И наша задача выйти из болезни более здоровым, чем ты был до того, как в нее попал. Просто мы не знаем, когда мы выйдем из болезни. Мы пытаемся из нее выскочить до того, как она дозреет. Мы же не рвем яблоки с яблони до тех пор, пока они созреют. Понимаете, если наесться незрелых яблок, то надо дождаться. И естественные процессы, с какой скоростью текут, с такой они и приводят к выздоровлению. И не надо думать, что вам есть чудодейственное средство, которое позволит миновать неминучее, избежать неизбежного, ну и так далее и тому подобное. Понимаете, самое страшное – расслабиться и отдаться течению. И поверьте мне, река жизни вас вынесет именно туда, куда надо.
Понимаете? В то место, где течет чистая вода. А там, где лягушатники все плещутся в надежде найти что-то там в этой грязи, там делать нечего. Бегите от того места, где слишком много и слишком активно кто-то шевелится. Вот поверьте мне, если они там все шевелятся, надежда найти что-то там ценное нет. У нас достаточно места в жизни. Другое дело. Страшно что-то менять, хочется с коллективом. А в одиночку-то ай-яй-яй, как страшно. А вы приходите в жизнь и уходите из жизни всегда поодиночке. Понимаете? Но не в одиночестве, как говорится. Поэтому оставайтесь людьми, никого не слушайте и поверьте мне, что все болезни это либо фигня, либо кредит. Фигню лечить не надо. Она и так пройдет, кредит бесполезен, он так наступит. И всегда важнее отношение к болезни, чем сама болезнь. Вот. И для того, чтобы уметь жить, надо уметь переживать период болезни. Почему? Это всегда рост, это всегда источник метаморфоз. У кого-то, к сожалению, они бывают к худшему, но кто знает, что будет, если он не умрет. Мы не знаем этого. Но у большинства всякая болезнь всегда просто остановка, возможность перевести дух. Вот. На самом деле, вот так оглянитесь. Бегал. Если бы не хватил грипп, правильно, да? Добегался бы до чего-нибудь. Пока болел, буря прошла. Подвихнутая нога спасает остатки психики. Правильно? Правильно. Более того, я знаю случаи, когда только болезнь превращала человека в человека. Понимаете, до тех пор, пока человек не превратился в полуинвалида, он порхал бессмысленно по земле. Пострадал, видите, равен счет удачи бед. Поэтому, когда с вами происходит что-то нехорошее, радуйтесь. Лучше оно пусть сейчас произойдет, лучше сперва помучиться, а потом все будет хорошо. Чем сперва было так хорошо. А в 40 лет ты оказался не там. Вот. Может, у кого-то вопросы есть Да, конкретные? ну и так далее. Это можно бесконечно рассказывать. И вообще, конечно, лучше с больными встречаться с глазу на глаз и выслушивать их личные истории. Почему? Потому что разговор о вещах нелицеприятных и стыдных надо, конечно, вести при закрытых дверях. Но поверьте мне, внутри каждого из нас столько сил к выздоровлению, что вы даже не представляете. Другое дело, что вы можете не задуматься о том, что они есть. Вы можете опустить руки, вы можете загрустить. Ничего подобного. Встали и пошли. Другое дело, что очень бы хотелось, конечно, встречать учителей или пастырей. Так ведь? Но пастырей, поверьте мне, на всех не хватит. И потом все пастыри плохо кончали. Поэтому, когда меня призывают возглавить куда-то движение, я говорю, не, ребята, я не Иисус Христос. Он тоже был врач. Он вылечил там, может быть, сотни людей. И плохо кончил с точки зрения остальных евреев. И больше никого не вылечил. Поэтому я буду следовать вот евангельскому слову, где было сказано, когда Христос посылал учеников в мир, он говорил, и посылаю вас к волкам. Будьте хитры, как змеи, и кротки, как голуби. В нашей стране, в нашей республике надо быть хитрым, как змея. Понимаете? И уметь видеть за каждым словом мотив, почему это слово говорится. И старайтесь не отвечать на вопрос, как сделать что-то, отвечайте на вопрос, а зачем, для чего все это происходит. Как только вы начнете задавать вопросы такие, перестанете суетиться, поверьте мне, вы станете сразу на порядок здоровее. Вот. Но что дальше будет, мы не знаем. Я в национальную библиотеку пришел, когда я был в 9 классе. Мне это до того нравилось, я столько в ней хорошего узнал. Так нравилось сидеть в старом здании, идет на улице дождь, я там за сутки мастер Маргарита и прочее. Никто не мешал, удобное будет диван. Замечательное место. Сейчас, катакомбные времена настали. Национальная библиотека в катакомбах. Как первые христиане. Прячутся, так же сами вот собрались там. Осталось только там закричать это. Двери, оглашенные языки. Да, люди читают книги. Так вот, для того, чтобы как раз не было, чтобы детям куда-то их вести, надо прежде всего родителям понять, что происходит.
почему вот Александр Сергеевич обращался, вот, надо прежде всего родителям объяснить, что это не так все и безобидно, ребят. С другой стороны, родители должны уметь канализировать активность детей. Детям интересно, они все равно куда-то только полезут. Еще раз повторяю, пока свет включен, последний пельмень никто не трогает. Если вы хотите, чтобы съели последний пельмень, надо выключить свет. И в темноте происходит много удивительных событий. Ну вот. Так вот, сейчас на самом деле идет период сон разума. Сон разума поразил всю нашу страну. Ну и не только ее одну. Он к нам пришел, как говорится, оттуда, навеяло, мы открыли. Почему в свое время Китай был наглухо закрыт и Япония наглухо закрыта? Все это прекрасно понимают. Мы сейчас восторгаемся японской культурой, но она стремительно разрушается. Есть такой, мне недавно подарили одну американскую книгу, был проект, назывался «Голубые лагуны». Вот, и американцы там потратили несколько миллионов долларов, чтобы узнать, как же прожить до 90 лет, сказало американское общество. Вот, и они на карте мира нашли зоны, где живут долгожители, их там штук 10. Вот на Окинаве, где-то в джунглях Центральной Америки, у нас в Абхазии, еще где-то там, вот они начали ездить по этим местам и узнавать. В Испании, и вот, и они там какие-то мелочи ищут. Вот эти пьют красное вино, мы будем пить красное вино, как они жили до 90 лет. В другом месте какие-то бананы едят, в третьем еще что-то. Почему все время что-то едят? И там вскользь просматривается такая штука, что как только до этих вот мест поселений, что их объединяет? Жесткая изоляция от достижений современной цивилизации. И сами авторы пишут, как только появлялся первый Макдональдс в радиусе 100 километров от этого, все, пиши пропало, дети больше не живут долго. Вот. Так из этой книги ведь вывод состоит не в том, что надо есть бананы или не есть бананы. А вывод состоит в том, что до чего дотянулась рука современной цивилизации. Там наступает кирдык. Из этого какой следует вывод? Надо сохранять дистанцию. Понимаете? Мы, вот что произошло с нашей медициной? Мы импортировали аппараты, за аппаратами начали импортировать сервис этих аппаратов, за сервисом мы начали импортировать отношения с производителями этих аппаратов, а следом за отношениями с производителями, фирмами, производящими эти аппараты, к нам хлынуло вот это все дерьмо, этот гигантский всеобъемлющий маркетинг. А что такое маркетинг? Это две вещи. Это мотивация. Страх и соблазн. Бог очень правильно прибрал товарища Стива Джобса. И гениально был снят про него фильм, который и шел под названием в русском переводе «Соблазн». Кто такой? Он ученый Стив Джобс? Нет. Он великий соблазнитель. Не знаем, что там в джинсах у него росло ниже крестца, в районе копчика. Понимаете? Бог его прибрал. Но я именно так и говорю. Есть рука Божия, есть. Почему? Мы каждый, для каждого и орудие, и яд, и спасение, и врачи. Мы друг дружку лечим и друг дружку калечим. Понимаете? Главное, чтобы мы были открыты друг к другу и любили, чтобы мы не хотели вреда друг другу. Как только приходят отношения конкуренции между членами общества, пиши пропало, конкуренция это смерть. Общество. Понимаете? Когда тонет корабль, надо выгребать всем вместе, а не пытаться бороться за отдельные спасательные круги. Есть, правда, второй вариант. Может быть, настолько устойчивым человеку, что сказать, мне это пофиг. Когда тонул Титаник, кстати, было несколько человек, которые вплавь добрались до парохода Карпатия. Это документированный факт. И сказали, ну и хрен с ним. И прыгнули, и поплыли. И доплыли. Человек, если научится правильно желать, то есть, понимаете, не подчиняться внешним мотиваторам, а создать свой внутренний эндогенный мотиватор, чувство внутренней правоты. Но она должна подтверждаться практикой. Понимаете, если человек думает, что он внутренне прав, но при этом творит, очень плохо кончает, наверное, он внутренне не прав. Причем события происходят так быстро, воздаяние поступает при жизни, поверьте мне.
Опять же, моя любимая группа «Воскресенье» был Макаревич и был Никольский. Никольский отсидел в тюряге и имеет право говорить грустные вещи. Макаревич как бы не старался вместе с государством быть, он все равно превратился в кого? В изгоя. Потому что он тоже вынужден говорить вещи неприятные. Так вот, замечательная песня. Равен счет, удачи бед. Кто виноват, скажи-ка, брат. Один женат, другой богат. Мы все время сравниваем несопоставимое. Кто-то ездил на джипе в 90-е годы, все думают, что они все ездят на джипах. Нет. Они все ездят на джипах недолго. А джип у них один и тот же. На всех. Поэтому вот мы с Игорем, когда занимаемся реабилитацией людей, не надо людей лечить, их надо реабилитировать. Люди должны научиться отдыхать, прятаться, искать какое-то убежище. Убежище это друзья, семья, дети, любимая работа. Хобби, увлечение. Вот, и оно тихонечко начинает разрастаться. А не так, что ты один как перст и кругом враги. Хотя такое тоже бывает. Но это говорит о том, если ты чувствуешь, что кругом враги, не инопланетяне ли ты? Понимаете? Евгений Павлович, а может быть расскажете про практику реабилитации? Пожалуйста, про практику. Сидит Игорь Манохин, поглядите на этого человека. А палка есть с собой? К сожалению, нет. Не надо палки, без палок пока. Есть Инстаграм, на самом деле. Я не так давно завел Инстаграм по просьбе уже людей, которые приходят за той или иной помощью и, в принципе, за работой, которая определена в области реабилитации. И не так давно, буквально 2 недели назад, открыл YouTube. Игорь Манохин можете найти свободно. То есть забивайте просто Игорь Манохин через поисковик Google, и там очень много рубрик. Инстаграм также Игорь Манохин, только на английском, соответственно. Тренер, реабилитолог. Рассказываю историю. Да. Несколько лет назад, я же не знал, чем мы будем заниматься сейчас. Да. И Игорь не знал, чем мы будем заниматься сейчас. Пришел ко мне человек, который занимался, ой, нехорошим делом, Нехорошо. не будем говорить каким. Не говорю. И спросил меня, как это дело сделать еще лучше. После некоторого размышления я сказал, что единственное, что можно с этим сделать лучше, перестать им заниматься вообще. И начался- Я все-таки скажу, то люди подумают, чем же я занимался. На самом деле я занимался подготовкой спортсменов, бодибилдеров к соревнованиям. То есть вообще бодибилдинг, откуда опять пошел, да? Запад и так далее, сегодня мы очень много об этом говорим. Бодибилдинг – это самый порочный вид спорта на самом деле. И многие, да, это я, собственно говоря, оставляю. Многие люди меня, наверное, сейчас фанаты этого вида спорта возненавидят, я сам мастер спорта по бодибилдингу. Поэтому я тоже люблю этот вид спорта в свое время, но не осознавал сложность последствий, то есть обратную сторону медали. Да, хорошо, классно иметь классную фигуру, иметь увлечение, о чем мы сейчас говорим, но это увлечение порой заканчивается трагически. Все чемпионы мира на сегодняшний день глубокие инвалиды. Об этом никто не говорит. То есть пока ты в строю, пока ты идешь как машина, катишься. Но как только ты вышел из спорта, ты в стойку въехал. А Дима Кононов? Ну, Дима Кононов, спортсмен, конечно, уважаемый в нашей республике, но, слава богу, он здоров, жив. Я говорю сейчас о профессиональных культуристах. То есть у нас все-таки в России спорт, он остается на уровне любителей, потому что это колоссальное количество денег, которые вкладывает человек в себя. То есть профессиональные спортсмены, большинство на Западе в том числе, да, основном профессионалы там, мистер Олимпия и так далее, конкурс, который проходит, заканчивают не очень хорошо. Они работают на 3-4 работах. У них огромные фирмы, корпорации, которые занимаются продажей спортивного питания. Но так в области спортивного питания, вот если кому интересно, объясню, сейчас бум просто в Ижевске. Все покупают спортивное питание. То есть пришел в зал, все ищут волшебную таблетку. Съесть чего-то, как Евгений Михайлович сегодня сказал, через рот решить проблему. Но все же не так просто. И продавцы-то тоже делают маркетинговый ход. Какой? Хотите набрать мышечную массу, молодые люди, там, мужчины, женщины, надо есть 2 и более грамма белка на килограмм веса тела. Сейчас Евгений Павлович по этому поводу скажет потом свой заключительный такой момент, подведет, так сказать, да? Да ты сам скажи, ты что? Я, так, понятно, но просто люди могут мне не поверить. Поверит. Для чего это все делается? 3 грамма белка на килограмм веса тела. Да потому что механизм не будет работать. Если я буду кушать 3-4 раза в день, а еще лучше 5, дробно по чуть-чуть, мне, в принципе, питательной среды хватит для того, чтобы мышцы наращивать при условиях хороших тренировок, регулярности, системы сна, там, допустим, бодрствования и так далее, так далее, так далее. То есть, когда все факторы сойдутся. Но тут возникает другая проблема.
А куда деть-то вторсырье? По сути, протеиновые коктейли, вот эти сыворотки и так далее, это вторсырье, которое раньше просто выливалось на помойку. Но пришли переработчики и сказали, а что это? Давайте бабла заработаем. И продукты питания за огромные деньги. Сначала они начали использовать это, может быть, сначала и в хороших целях. Принималось это как комбикорм для скота. Это был простой комбикорм. Но потом подумали, что-то на скотине-то не выезжаем. Хоть на красоте бы не выезжать. Бодибилдинг, самый яркий пример, фитнес и так далее, мисс бикини, это же популярно, модно сейчас. Начали туда вводить, но и нашли регламент. Чтобы продукт стал пищеварительной добавкой, БАДом для человека, надо в этот комбикорм просто добавить витамины. Все, получился прекрасный продукт. И начали вдувать там ерунду всякую, ультрамикрофильтрация, изолят, гидролиз. А по-настоящему этого гидролиза там 1-2%. Ровным счетом все остальное концентрат вот этот, который идет в комбикорм для скота. Но они же процентное соотношение в изолятах и гидролизах не объясняют, не показывают продукты человеку. Они пишут, изолят 1% есть или 0,1%. Есть, все, можно продавать. Мы никого не обманули, пишем на банке изолят. Почему-то простые вещи, не знаю, люди об этом не задумываются. И в итоге при приеме 3 грамм белка на килограмм веса тела в сутки люди страдают с огромными проблемами. Например, самое первое, кто будет утилизировать продукты неусвоенные, да, почки, мочеполовая система. Соответственно, почечная система страдает. У всех вылетает поясничный отдел, потом по неврологии, если разбирать, там, иннервация нервов и так далее, связано с какими мышцами. Начинает формироваться много чего. Это страшная вещь. И в итоге, придя к Евгению Павловичу конечно, с этой красив, целью, но не функционально. но не функционально. Большинство людей это погибают. Да. То есть очень напоминал космический корабль, построенный, да, только не летал. Так вот. Вот это, да. И Начали-то мы за то, что вот я пришел с этой целью, да. и выросло это немножко И мы совершенно. как раз вдруг задумались о том, что внутри нас, что, во-первых, не всех надо лечить, а во-вторых, что внутри нас, внутри нашего поведения, нашей головы, вообще внутри нас существуют собственные средства оздоровления столь мощные, что ничего не надо изобретать. Это с одной стороны. А с другой стороны, вдруг выяснилось, что тысячелетний опыт человечества, когда надо было махать шашкой, ходить, танцевать. Вот чему учили дворянина, чтобы он имел социальное преимущество? А социальное преимущество дворянин имел только в том случае, если он был здоровее окружающих их. Когда один дворянин гнал 1000 крестьян там, при помощи железяки в руках, или там наводил на них ужас, чтобы он был здоровее их, его учили фехтовать, танцевать, Складывать стихи. складывать стихи. Почему самурай складывал стихи? Это без этого не было. Потому что в нем стих и музыка – это реализованное наружу чувство меры. Дар богов, его можно развить. И именно от него и начинает человек плясать. Вот в нем формируется внутренний камертон. Когда ты понимаешь, фальшь, не фальшь, ты себя не обманываешь, а окружающие видят, что ты себя не обманываешь. Почему? Какие люди самые страшные для общества, знаете? Те, которые рубят правду матку. А еще страшнее, если это соответствует действительности, как в фильме, да? Что, так и... Что, это правда? Хуже? Так и было на самом деле. Вот. Самое страшное сейчас – узнать правду о себе. А для этого нужен вот этот внутренний камертон. А он появляется. Почему в церкви поют? Не задумываются? Не бормочут там от советского информбюро, да, в небесную канцелярию, а поют. Мы же сняли фильм, кстати, можно как-нибудь посмотреть, про Петерима и Владимира. И нам монах Петерим рассказывал, каким образом сделать так, чтобы молитва реализовалась. Так или иначе. Можно. Тут, говорит, произойдет нечто, но начинается все с пения. Неважно, что ты делаешь. Вернемся к Игорю. Вот. Так вот, Игорь – это и есть воплощенное чувство меры в данном случае. Он не учит быть сильным, он учит быть координированным и соизмеряемым, гармоничным. Гармоничным, будет грамотно сказать именно гармоничным, да, и четко. Почему? Потому что, приведу просто пример. Приходит человек, ну вот у меня, говорит, рука не поднимается. Очень часто сегодня это боль в плече, под лопаткой и так далее. То есть мышцы, которые отвечают за поднимание,
условно говоря, плеча и опускает. Каким образом восстановить? То есть там смотрят и ревматологи, и хирурги, там кто только не смотрел. Лекарств уже перепробовано много. Классический там набор, да, невролога, то есть миллиграмма, условно говоря, там не будем браться подробности и так далее. Многие, кто с этой темой страдал, то есть болями в спине, или в плече, или в колене и так далее, он все равно рано или поздно приходил к этому набору препаратов. Зачастую решается все очень просто. Почему? Вот, когда я вышел, мне сразу сказали, палка с собой. Нет. Потому что палка является путеводителем. Вот в Инстаграме, если обратите внимание, там посмотрите, там очень много упражнений ориентировано на это. То есть сложно выполнить движение вот подобное без путеводителя. Хотя вроде бы что казалось простого. Но это песня самого организма, так скажем, да, то есть согласованная работа всех 600 мышц, если еще тем более согласовать их дыхание. Что такое цигун, по сути? Это система каких-то китайских движений, да, связанных с дыханием. По-русски это ЗОЖ, здоровый образ жизни, физкультура, в конце концов. Почему мы забываем про наши истинные какие-то вещи и так далее, и так далее. Советские люди тоже очень много в свое время разработали. Элементарно могу показать самый простой способ, который был заимствован еще с Евгением Павловичем разбирали про активизацию подвздошно-поясничных мышц, так чтобы вы поняли, о чем идет речь. Иван, иди сюда. Стесняется, кто хочет, потом можете подойти, на вас покажем. Существует система рефлексов тонических, поздно-тонических. Да, садись, пожалуйста. Заметьте, не нанотехнологии. Не нанотехнологии, то есть не надо какие-то сверх, не знаю, добавки и так далее, и так далее. То есть если человек эмоционально перегружен очень сильно, да, то есть существует вообще на самом деле три проблемы. Структурная проблема. Это связано с тем, как человек активно, неактивно ведет свой образ жизни. Да? То есть достаточно ли он ходит, двигается, о чем тоже сегодня Евгений Павлович говорил. Вторая – это гормонально зависимая проблема, это уже относится к серьезной патологии и болезни. И психосоматические реакции. То есть когда человек, допустим, слишком долго пытается решить нерешаемую проблему, о чем тоже сегодня говорил. Человек думает неверно. Если он начнет правильно размышлять о том, что происходит, то проблема сама собой решится. То есть достигнется равновесие. Равновесие, когда нет, мышцы точно так же начинают хитрить. Вот. Это не сказки, это ничего. Человек не подставной. Хотите, потом попробуйте. Ножки вместе. Поднимаем ногу вверх, подвздошно-поясничная мышца отвечает за основную функцию. Подъем ноги вверх. И стопа, вот существует реакция стопы. Мышца включена, мышца выключена. Почему? Держать я буду. Но вопрос в чем? Сознательно нажимаю движение, я командую, я управляю. Мышцы функционируют. Вопрос в другом. Когда я буду давить на мышцу извне фактора, какая сила останется в этой мышце? Поднимаем ногу вверх и пробуем, Иван, сопротивляться. Мышца должна быть сильная. Давлю всей массой тела. А силы нет. Иван сегодня мало ходил. Отвечу, я знаю, он занимается, он тренируется. Но сегодня, похоже, сочканул. Да? Поднимаем. Да. Сейчас объясню. Да подождите, сейчас все поясню. Давайте друг другу. Пробуй сопротивляться. Давлю изо всех сил. Силы тоже нет. Хотя с легкостью эта мышца может выдержать до 300-400 кг нагрузки. Почему и спортсмены профессиональные, штангисты, могут выполнять подъем огромного веса, да, в своем профессиональном движении, которое они нарабатывают годами. Поднимаем ногу вверх и теперь носок вниз. То есть регуляция должна мышца стать слабой. Смотрим, что происходит. А мышца стала активной. То есть какая-то путаница возникла. Вопрос, почему? Да? Вот сейчас мы будем разбираться, а почему. Поднимаем другую. Давим. И снова проблема. Мышца отвечает на естественное положение стопы, когда должна ослабнуть подвздошно-поясничная. А почему она должна ослабнуть? Потому что я ногу должен поставить. Должна активизироваться задняя группа мышц. Если мы сейчас будем тестировать заднюю поверхность бедра, она будет нефункциональная, она будет слабая. Отсюда формируется сутулость у человека. Отвечаю. Сутулость приводит к тому, что диафрагма перестает там активно работать, дыхание не включается правильно. Это называется в неврологии патологическое дыхание. Отсюда формируется ряд заболеваний по опущению И дальше органов. вы приходите к доктору, он говорит, вам надо гастроэнтерологию, Да? хронический панкреатит. А начиналось-то с того, что надо было ходить. А теперь внимание. Учитывая, что человек все-таки ведет активный образ жизни, некий, да, определенный, то есть все равно тренируется так или иначе. Иван, поднимайся, доходи 3 раза вокруг стула в любую сторону. Начинается в ноге. Начинается в ноге. Мы смотрим, как же наша нервная система, наша высшая центральная нервная система реагирует вообще на те или иные действия, раздражители. То есть как в данном случае сейчас является раздражительным приговором. Для сознания. Садись. Правая нога походила к центру, объясняю. Левая совершала более широкий шаг, так сказать. Что произошло в нашей голове? Что сознание-то изменит или не изменит? Поднимаем правую ногу, носок на себя, давит. Да аллилуйя. Мышца стала сильной. Носок вниз, пробуй.
и расслабилась. То есть она пришла к той системе регуляции, о которой мы с вами сегодня говорили. Проверяем другую. Но так как он ходил в одну сторону, эта нога в систему не пришла. Она говорит: я не знаю, как это делать, вставай, походи в другую сторону. Интересно? Это до ужаса интересно. Просто когда у человека... Это вызывает глухую ненависть ревматологов и ортопедов. Честно, да. А анализы где? А где жесткие исследования, там, не знаю, Да. тейпирование, еще что-ли? То есть нужно какие-то вот извне факторы, Так потому что выглядит как фокус. потому что выглядит как фокус. Стул. Стул. Стул тоже только ориентир. Хорошо, поднимаем теперь левую ногу, ставим, яйца, возвращаемся, поднимаем, носок вниз, пробуем, вернулись к той же, которая должна была быть. То есть достаточно-то было всего походить вверх и туда. Но оговорюсь, изначально я этого человека в свое время, давно учил правильно ходить. И у нас даже есть статья в «Известиях Удмуртской Республики», как раз посвященная этому, что первый шаг к реабилитации, что на самом деле реабилитация начинается с понимания того, как работает наше тело, как существуют сложные взаимоотношения между тоническими рефлексами и стереопоэтапной Игорь, системой. вот Так, сейчас Да. тебе не будет неудобно, а я скажу. Так вот, беда в чем состоит? Вот для того, чтобы вот так вот просто вот это все делать, надо очень четко представлять, какая мышца с кем связана. И вот это дискретно, то есть я знаю, что это такое, мышца связана, все это ничего не выйдет. На рояле невозможно учиться играть, запоминая. Я сперва должен нажать 8-ю клавишу слева, силой полньютона, длительностью 4 миллисекунды. Потом перейти к следующей клавише, которая там. Настолько-то невозможно так научиться играть. Ни на чем, правильно? Вы воспринимаете это как некий... Аккорд — это некий жест. То есть некий зрительный образ все равно возникает. Точно так же шахматист, он никогда дискретно не научится играть в шахматы. Он видит партию как некую фигуру. Вот фигура, сложный иероглиф. Так вот, вся беда состоит в том, что мы с трудом можем сейчас научить людей с дискретным мышлением, привыкшим к рецептам, делай раз, делай два, делай три, к целостному восприятию человека, вот как вот он целиком есть. Потому что на самом деле Игорь Юрьевне уже давно было ясно, что с ним происходит. И мы только лишь вот таким образом подтверждаем собственные мысли. Точно так же и врач. Он диагноз ставит. Почему быстро ставится диагноз? Не потому, что вот там собрали кучу информации, потом как компьютер ее обработал. Нет, мы видим сразу. Вы же вот глядите на дерево, это клен, правильно? Вы же не производите в голове такую цепочку. Это стоит толстая палка. Значит, это дерево. От палки отходят палки потоньше. Значит, это ветки. На них какие-то есть маленькие зеленые хреновинки. Значит, и там дальше, как учебники этой ботаники. Непарно перисто, сложные листья, с ума сойдешь. Понимаете? Поэтому ботанику выучить никто не может. И говорит просто, это клен. Понимаете? Вот, потому что он сразу целиком видит этот клен, не задумываясь о том, что он видит. И вот этот язык тела, который понятен Игорю в меньшей степени мне. Игорь — это поэт движения. Почему есть великие хореографы и невеликие хореографы? Великий хореограф, он поэт движения. Вот как Бродский стихи рождает и не может иначе, рождал. Так великий хореограф видит движение как некое не действие, а некую фигуру. И вот в том-то и беда, что Игорь-то это видит, и нам бы хотелось вот людей-то учить этому, учить. Но этому можно научиться. Почему собаки чувствуют человека лучше, хотя языка не знают? Они видят язык движения, мы все видим язык движения. Почему нам человек приятен или неприятен? Даже когда мы слышим тембр голоса, на самом деле, это язык движения. Вот. Это самое главное и интересное. Но это очень трудно разглядеть, потому что одежда, хорошая мина при плохой игре и нежелание, точнее, и желание казаться. Понимаете, в чем беда? Желание казаться. И наша задача, Игорь, в первую очередь, избавить человека от желания казаться хотя бы перед самим собой. Вот. А дальше переходить уже к научению человека быть человеком. Да. Я закончил. Собственно Где говоря, вы сейчас собираетесь? А? Где сейчас собираетесь? Там же. Там же. Ну нет, Там я же. просто к тому, что поддерживают, помогают или опять как... Нет, это еще раз повторяю.
в больном обществе говорить жестокую правду, даже пусть она ничтожна, жестокая и ничтожна правда, крайне тяжело, потому что общество желает заморачиваться. Когда все слишком просто, все становится на свои места. Дурак он дурак. Понимаете, дураки нужны. Но он же хочет быть умным. А ему вот в обществе, у него есть своя роль дурацкая. Если все будут умными, кто будет дворником? Понимаете, а можно быть выдающимся дворником. Вот. Это вопрос реализации, и каждый не хочет на самом деле реализовывать то, что ему заложено предыдущими поколениями. Каждый всегда вершина того, что было 1000 лет до него. Хочет он этого, не хочет, знает он об этом, не знает. И надо этому соответствовать. Тогда никто не будет болеть, когда не надо ломать об колено. То есть попытка казаться, это уже ты ломаешь себя об колено, ты уже играешь не себя. Не себя. А надо оставаться самим собой. Понимаете, самое трудное быть самим собой. И жить в мире с этим реальным представлением себе. Это очень сложно. Это очень сложно. А для этого нужно здоровое общество, где люди уважают друг друга. В первую очередь. Где есть взаимное уважение. А у нас же сейчас общество без уважения. Понимаете? Ты начальник, я дурак. Все начальники, значит, все дураки. Понимаете? И, кстати, мы все равно возвращаемся к Евангелию по одной простой причине. Почему это самая цитируемая книга? У меня был учитель, и он мне сказал, сейчас выдумать новую глупость сложнее, чем полететь на Марс. Все глупости, которые человек вообще физически в силах совершить с применением любых технических средств, они уже совершены. Да. И все расклассифицированы. А почему-то человечество наступает на одни и те же грабли? Потому что нет анализа. Почему в Русской Православной Церкви, в отличие от других церквей, и существует, понимаете, вот фраза была хорошая у Фурсова, дисциплина покаяния. Надо хотя бы перед самим собой каяться, раскаиваться, уж совсем хорошо, но хотя бы покаяться. Но для того, чтобы покаяться, надо для себя внутри сказать, я вот тут не прав, я сам себе напакостил. Это мы исправим. Нет неисправимых ситуаций, нет неисправимых ситуаций. Переводится как изменение. Да, понимаете, вот. И в нас, в каждом, еще раз повторяюсь, только вот в нем все здоровье заложено в нем самом. Надо только научиться. И отчет о проделанных проступках. Да, и перестать, почему вот это случилось с ним, чем ему мешать быть здоровым? Он сегодня мало ходил, он много переживал и думал, так ведь? А думал много и переживал, потому что проблема не решается. А что она не решается? Вот так, Вася, а что она не решается? Потому что может сил не хватить, а может и решать не стоит. Понимаете? Вот. И вот это все в таком комплексе, но вот так это все, казалось бы, просто, но самое сложное это уметь делать простые вещи. Самое сложное это уметь делать простые вещи. Знаете, отвлечемся так. Да. Почему российских спортсменов не пускали в Гималаи в 50-е годы? Англичане, знаете? Потому что они знали, что если туда зайдут не российские, советские альпинисты, Эверест будет взят немедленно в течение недели. И больше там никому ничего не достигнуть. Так вот, когда в 1982 году, наконец, первая советская экспедиция пошла на Эверест, все маршруты были пройдены. И остался маршрут по юго-западной стене, который считался принципиально непроходимым, а на вертикальной 4 километра. Вот. В результате советская команда, лидером там был Балыбердин, он потерял варежки на высоте 8000 метров. Сказал, и хрен с ним. Он пальцы, конечно, себя отморозил, но он залез на Эверест без кислорода и без варежек. А знаете, как он погиб? Под колесами такси в Ленинграде. Совершенно трезвым человеком. Прикольно, да? Вот одна такая история. И вот если кто смотрел американский фильм «Эверест», как там, значит, по сотовому телефону он красиво умирал, ему так сочувствовали. И только украли кислород. Да, нет, и только бывший советский альпинист, он там, это подлинная фигура, одет и совершенно по-советски. Без кислорода. Нет, без кислорода, он сказал, ему говорят, кислород ни в коем разе. Это подлинный факт, он всех вытащил на горбу.
То есть там ночь, пурга, все сидят и страдают. Один он работал. Один он куда-то уходил, возвращался, уходил, возвращался. Букреев его фамилия. Ну вот, он, кстати, жив. Ну вот, насколько я знаю. Но этот факт стараются не афишировать, что самый хреново экипированный человек, вот деньги так зарабатывал, денег не было, и он людей за деньги таскал на Эверест. То есть там была тетка, он нес ей туда еще и факс, и компьютер, и занес. Ну, чтобы она там это рассказала, как здорово, и унес ее. Понимаете, все остальные лежали с сотовыми телефонами и умирали. И только без сотового телефона человек таскал. Почему? Потому что был знаменитый лозунг, но его, правда, немец Мейснер сказал, Рейнхольд. Эверест может быть взят без кислорода и простыми средствами. И все. Вопрос. Прибавила адаптационных возможностей современная цивилизация америкосам и англичанам, она их и погубила. Просто это совсем явно на поверхности лежит. И только дремучий, с точки зрения англосаксов, Букреев, который там работал типа шерпа, получилось всех и спас. Так и мы. Простыми средствами. Без кислорода, без таблеток, Без анализов мочи. без анализов мочи. Мы можем достичь того же, чего люди делают. А вот вы никогда не задумывались, каким образом люди лечились во времена Абу Али ибн Сина и вылечивались. Прикольно, да? И оперировались. Вот как? Как? Чего ж не вымирали-то? Ответ. Потому что было глубокое понимание того, что происходит с организмом. Абу Али ибн Сина ничего не знал про физиологию человека, который преподает в нашей медакадемии. Ничего. Он ничего не знал про холестерин. Правильно? У него не было ни гонотона, ни дифтерала. Ни урсосама. И он был вылечивал. Как? Мы уже никогда об этом не узнаем. И вот сейчас советская медицина, когда врач и пациент были друзья-товарищи, на самом деле друзья-товарищи. Мы до сих пор дружим с нашими больными, они нам помогают, мы помогаем им. Сколько чего было сделано. Представляете, вот мы же когда разрабатывали новые операции, вот я вечером наточил инструмент, у себя в слесарке, у меня были слесарка и тиски. Утром мне идти оперировать человек. Человек вот в палате лежит. Он еще вечером ко мне пришел, увидел, как я точил железяку, которую утром засунул ему в живот. И там начнут ковырять. Как вы думаете, это акт гражданского мужества со стороны больного? Он знает, что это операция первая такого рода у нас в стране. Он идет на нее, остается жив, потому что у него есть воля к жизни и победе, и он поддерживает хирурга, у которого тоже руки трясутся, потому что он его друг. Понимаете, какая штука? И это не опыты на людях. Вот это был высший пик медицины, когда сотрудничество пациента и больного, потому что никого нет, кроме врачей и больных. Никого. Вот. Все болеют, все выздоравливают, когда надо. Когда не надо, не выздоравливают. Но всегда требуется сознательное отношение к тому, что происходит. И вот здесь сознательное отношение. Но, конечно, поэт, движение, человек, который видит все это целиком. Поэтому Добавлю. давай. Почему про Инстаграм еще небольшую рекламу условно я сам себе сделаю? То есть, сами поймите, пожалуйста, простую вещь. То есть, позвоночник 32 тарелочки. Всегда Евгений Павлович об этом говорит, и я повторяю его слова. Смещений может быть как минимум 4 плоскости. То есть, влево-вправо, то есть, имеется 104 стороны. Прямо назад. Да? Соответственно, 32 умножаем на 4. Получаем, сколько событий может быть при одном каком-то небольшом смещении в позвоночнике. Как правило, они сопровождаются компенсаторными дугами и так далее, и так далее. И то, что вот ход реакции, которые освещены в Инстаграме, в Ютубе сейчас более длинные ролики стал снимать, показывать, можно смело пробовать, экспериментировать, выполнять эти упражнения, но если что-то чего-то мешает, где-то что-то болит, через боль работать нельзя. И большинство случаев, вот я говорю еще о нехвостосвара, я просто приведу пример. Не так давно пришел мужчина, 63 года, довольно-таки уже взрослый, и говорит: Игорь, я от ревматолога мучаюсь уже там 3 года, у меня рука не поднимается. Я говорю: ну как не поднимается? Вот до этого положения все, дальше никак. Со слезами на глазах человек взрослый поднимает вот руку до этого положения. Он говорит: уже не знаю, я уже и в Китае ездил, у него же там какой-то камень из космоса прикладывали, и ядом какой-то гадюки там меня вкалывали. Но ничего не помогло. Вот без смеха говорю, показал упражнение, которое было
выложено в Инстаграм самым первым упражнением, такое фаворит среди всех движений, да, условно говоря, в арсенале. Палки нет, с палочкой там упражнение. Сделали мы без смеха, Как, говорю, что это можно? через 7 минут у человека как поднялась вода. Он заплакал и сказал: Игорь, боже мой. Не-не. Через 2 недели он пришел. надо, чтобы Еще, конечно, мы продолжили по восстановлению проекцию движения плеча в разных других плоскостях. Ну и так далее. Вот просто еще раз повторяюсь. Иногда действительно сложные проблемы решаются очень простым путем. Но, Было бы желание. вот, но с усилием со стороны больного. Понимаете? Больной не должен быть бревном. Ах, лечите меня, да? Ах, машите меня. Нет. Сразу оговорюсь, если решите заниматься и приобрести какой-то чудодейственный снаряд, тренажер, каким образом вы должны подобрать? Палка стоять должна на полу, и по длине она должна проходить по подбородку, не позировать. То есть ни вниз голову не пускать, ни вверх. Вот, по идее, вот так. И до пола. Ну, соответственно, я покажу фазу движения номер 1, не полностью в Инстаграме уже ознакомиться позже. То есть смысл заключается в чем? Не надо еще перехватывать. Стопы параллельно ровно. Почему? Потому что тонус мышечный также меняется в зависимости от того, какое положение я придаю своими ногами. Таз изменил угол, плечо уже отреагирует по-другому. То есть это уже другая история. Стопы параллельно ровно, хват снизу. Делаем вдох и показываем в сторону движения. Простое действие. Потом руку выворачиваем наружу. В идеале, вот если бы палочка была чуть подлиннее, еще руки заводим за себя, но только не сгибая локти, соответственно. Выводим обратно и возвращаемся в исходное положение. И обязательно выполняем упражнения как вправо, так и влево. Не надо несколько раз делать в одну сторону. Как мы ходим, правая рука, левая нога, левая. Красиво. Завораживает. Значит, правильно. Кто хочет попробовать, пожалуйста, многие с самого начала, не каждый может сделать. Кто-то вообще не ходит. Второе упражнение. Я нашла. Второе упражнение. Хват сверху. Это восстанавливаем уже статодинамические рефлексы по удержанию руки, чтобы она ни влево, ни вправо не ходила и так далее. Хват снизу. И также выворачиваем руку, вставляем вверх и сделаем. По сути, вот эта финальная точка взмаха при ударе шашки, например, или мячом. Отпустить и совершая рубящий удар. Но я очень утрирую, конечно, но в принципе в этом. То есть мы сейчас создали группу, кому любопытно, по воскресеньям в пол 11 утра мы собираемся в Патриоте 18, да? Это на авангардной общаге? Авангардный Рядом с Козьим парком. если не ошибаюсь. Там подвал. Пожалуйста, можно приносить палки там, заниматься. То есть не для того, чтобы там хулиганить, именно заниматься оздоровлением. Но если вы научитесь, дамский редикюль превращается в страшное оружие. Я вам совершенно серьезно Вопрос можно задать? Вот Да, вообще упражнения, немало какие данные для медитации. Периодичность, их Выполнение. каждый день, через день, да. Хороший вопрос. Вот смотрите, вся вообще реабилитация в нашем случае заключается в чем? То есть независимо от того, какой недуг, ну условно говоря, да, протрузия, грыжа, в каком сегменте, опять шея, грудной, там, пояснично-крестцовый отдел, в голове, оперативное вмешательство, все зависит от сложности. Сразу говорю, мы все движения, которые мы не делали отдельно в комплексе в зависимости от проблемы, с которой пришел человек, привязываем к одному двигательному акту, к ходьбе. То есть ходит человек всегда, он встал, пошел. Поэтому если мы научим человека правильно передвигаться, ходить, прекрасно, мы уже решим большинство проблем. Смотрите, простое движение покажу. Многие говорят: а какая глупость. Пожалуйста, прошу к стенке, попробуйте сделать. Получится с первого раза, только поаплодирую. Стена. Идем по треугольнику. Раз, два, три, четыре. Все легко ведь? И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Кто-нибудь, если не постесняйтесь, видите, попробуйте. Но задача, надо сделать скрестное движение руки и ноги. Скрестный шаг. Мы же ходим правая рука, левая нога. Правильно? Пришли, поменяли руки и ушли обратно. И снова сделали скрестный шаг. И вы удивитесь, что у большинства у вас не получится это действие. Элементарно. Начинают идти правая рука, там, правая нога, как попало. Или начинают не так там движение, или еще что-то там придумать. В этом весь и смысл. То есть создать двигательный правильный стереотип. Если человек правильно его освоит, в течение 21 дня происходит переформирование регуляции движения. И точно так же, спустя 21 день, он забывается. Нельзя же покушать на 5 дней вперед. Или на 7, или на 10. С движением та же самая история. Так вот, я вам какую штуку скажу. Вот скажите мне, кто автор слов «спешите делать добро»? Знаете, знаменитый же цитат «спешите делать добро». Кто автор? Молчит. А? Что? Нет.
Александр Васильевич Суворов. Это последняя фраза книжки «Военно-стратегические заметки». Последняя фраза. Вообще последнее предложение. На этом она заканчивается. «Спешите делать добро», сказал генералиссимус. Книжка посвящена «Как жить будет». Так вот, все искусство побеждать Александра Васильевича Суворова, знаете, в чем состояло? Не в том, чтобы... Там все очень просто. Пуля дура, штык молодец. На этом военная часть заканчивается. Все, пуля дура, штык молодец. Вот. Все остальное, все военно-стратегические заметки, как варить кашу, как рыть окопы, как спать. Вообще, на самом деле, книжка о том, как солдату отдыхать. И как есть, и как тренироваться. Больше ни о чем. Потому что если солдат отдохнувший и веселый, он всех переколет и перережет. Вы же вот знаете, переход Суворова через Альпы в чем состоял? Вообще в чем подвиг-то был? Нет? Там такая интересная штука. То есть французы, пользуясь, Суворов был загнан совместными действиями врагов и союзников на перевал, с которого все знали, что спуститься с точки зрения нельзя. И поэтому он должен идти на пушки, французы поставили пушки, и там кирдык всем. Суворов собрал свое войско и сказал: холодно мне, холодно. Если мы пойдем туда, вот туда, 2/3 погибнут. Так? Солдаты говорят, так. А если мы на своих попах, на задницах съедем по льду, то есть смысл был в том, что все войско село на свои попы, там, пользуясь рогожей подручными средствами, просто скатилось с этого перевала в другую сторону. Вот. Чего никто не ожидал. Суворов честно сказал, что погибнет каждый 10-й. Потому что камни, обрывы, удары, но зато остальные впереди Италия, хлеб и бабы, и вино. Вы или пушки и 2/3, или каждый 10-й, но зато отдых. Войско сказало: конечно, тут какие могут быть разговоры. И вперед, и съехали. Чего никто не ожидал. Они поели, зашли в тыл, и была достигнута 100% победа, после чего он получил звание генералиссимуса. И триумф России. Так вот, все же смеются над императором Павлом с его палочной дисциплиной. Помните, вот они там ходили-то? Вот. Пум. Вот. Все же смеются, шагистика, прусская вот это. Только 2 армии в мире могли пройти 60 километров и сходу штыковым ударом опрокинуть врага. Прусская и русская. Почему? Потому что, оказывается, как мы сейчас с Игорем в 21 веке только поняли, что они как раз работали над выработкой железного двигательного стереотипа рука-нога, после которого диафрагма работает как часы, голова работает как часы, кровь бежит и даже есть не хочется. И человек всегда может отдохнуть. Вот в чем заключалась мудрость Суворова. Шагистику он не отменял. Отдохнуть и уметь пользоваться своими руками и ногами. Вот. И он стал генералиссимусом. А все остальные занимались совершенствованием средств убийства. А Суворов занимался совершенствованием средств восстановления здоровья солдат. Понимаете? И оказался прав. Дай Бог вот всем так размышлять. Поэтому вот сейчас мы в 21 веке, на пустом месте, с привлечением не знаю каких там достижений, восстанавливаем мудрость, которая в 18 веке была очевидна. Очевидно. И вот как раз вот этот странный диссонанс, когда мы говорим о вещах, которые раньше были очевидны, ясны по умолчанию, вот он и приводит к тому, что маги походили вокруг стула. Магия. Понимаете? Чтобы диета в переводе образ жизни, а нет, что понравилось. Да. То есть, понимаете, вот наша философия, о которой мы говорили в книжке, она на самом деле прямо переливается в действие. Понимаете? Прямо переливается в действие. Не дайте себя заморочить, все гораздо проще. Поверьте мне, вы не так больны, как это кажется на первый взгляд. Другое дело, что трудно сделать шаг, что-то всегда мешает. И потом не сворачивать. Да, потом это не сворачивать. труд, работа, труд. Царствие Божие нудится, то есть трудом достигается, здоровье тоже нудится. Чтобы быть здоровым, надо сначала, точнее, чтобы хорошо отдохнуть, надо сперва хорошо устать. Вот, мы славно поработали и славно отдохнем. А если ни рыба, ни мясо? Ну, ни рыбы, ни мяса. Ни рыба, ни мясо.